Жили на свете два жадных и недалеких бая – Юзик-Тери и Джарты-Тери. Только и знали они, что бездельничали, хвастались былым величием своих родов, да разбазаривали остатки богатства предков. Даже работник, и то у них был один на двоих. Звали его Мамбетом. Он был справедливым и был очень хорошим малым. Мамбет! Мамбет! Слушаюсь, Джарты-Тери-бай. А ну быстро иди сюда! Иду. Где мой бешбармак? Вот мой бай. Джарты-Тери, ваш бешбармак. Мамбет! Ну-ка, принеси мне воду умыться. Да, уважаемый Юзик-Тери-бай. Ты работаешь на Юзик-Тери? Я кормлю тебя для того, чтобы ты работал на него, что ли? Вот тебе! Вот тебе! Вот, не берите, благодарный. пожалуйста! Ты угождаешь, Джарты-Тери? Вот тебе, получай! Вот тебе! Пожалуйста, Ну-ка. не берите! Вот тебе, получай! Не берите, пожалуйста, пощадите, бай! Эй, бездельник! Где ты был утром? Ой, я кобылицу вашу доил. Ах, ты на Юзик-Тери работаешь? А для меня и пальцы не пошевелишь, а? А что ты делал потом? Наверное, спал где-нибудь в деньге, а? Нет, я доил вашу черную кобылицу. Ах, ты бездельник! Мамбет был старательный и очень честный. Что одному баю делал, то и другому. Одинаково старался. Но как не хотел угодить обоим, никак у него это не получалось. Баи все недовольны были, поэтому вместо благодарности одни побои зарабатывали. Вот это я понимаю. Хорошо. Да, не говори, наелись. А вкусный бешбармак какой, а? Ай, ну что-то мне скучно стало, а? У меня появилась идея. Ну-ка, Иди сюда, расскажу. ну-ка, рассказывай. Вот такая вот шутка. Дадим ему задание. А если не выполнит, накажем, да? Отличная шутка. Давай, зови его. Эй, Мамбет, ну-ка, иди сюда. Иду, мой бай, Джарты-Тери. Эй, где ты ходишь, бездельник? Ну-ка, быстро иди. Я здесь разжигал самовар, чтобы чаю вам подать. Опять оправдываешься. Эй, Ай, подожди, Юзик. Не горячись, Мамбет хорошо работал, и ему надо отдохнуть. Вот, спасибо вам, бай, спасибо. ладно, присаживайся, отдохни. Ты сегодня доил мою белую кобылицу? Да, Юзик-Тери-бай, как только с пастбища вернулась, сразу подоил. А мою черную? Конечно, хозяин, подоил. Ну хорошо. Возьми по одному бурдюку молока от наших кобылиц, иди на базар и продай. Хорошо. Только смотри, не продешеви, когда будешь продавать, а то я с тебя шкуру сдеру. Мой бай, я ведь не знаю, за сколько алтынов можно продать молоко. Сколько бурдюк стоит? Эй, чтобы не меньше 100 золотых принес за каждый бурдюк. Не меньше. Понял, хозяин, понял. Ну, я пошел. Да, иди. По такой погоде, как сейчас, он зажарится идти до базара. Туда же 2 дня пути. Никакой дурак даже 5 золотых за оба бурдюка не даст. А тут 100. А за каждый. Почему все вокруг становится желтым? Еще же не осень. Деревья повалены. Но не было же урагана. Даже ручей высох. Где же я теперь жажду утолю? Из бурдюков попью, продать не смогу. Не смогу продать, баям деньги не принесу. Не принесу деньги, баи меня побьют. За что мне все это? Увидел Мамбет большой странный камень. Решил около него отдохнуть, но не смог дойти. Упал без сознания от усталости. Очнулся наш герой от каких-то непонятных звуков. Покрутил головой туда-сюда и увидел, откуда шел звук. Это была куча старого тряпья, которая появилась на месте странного камня. Ой, кто это? Ой, иди, кто вы? Что с вами случилось? Большое горе постигло меня, Мамбет.
Ой. А откуда вы меня знаете? Заболел у меня единственный ребенок. Знахарь сказал, если моя дочь не выпьет кобыльего молока от белой и черной кобылицы, она помрет. Посмотри, посмотри, Мамбет, Ну-ка. как потускнело личико моей маленькой девочки. Ой, Эдже, вот есть у меня нужное молоко. Как раз от белой и черной кобылицы. Утром надоел, свежее. Давайте скорее дадим его девочке. Напоила женщина дочь молоком черной и белой кобылиц. Прошептала что-то волшебное, и произошло чудо. Выпрыгнула жизнерадостная девочка из рук матери и начала бегать. Там, где она пробегала, все начинало расцветать. Эдже, вы это видите? Ваша дочка выздоровела. Ты даже не спросил, чьего ребенка ты спас. Ой, Эдже, да какая разница? Это же живой человек. Ой, вот это да! Ну что это, а? У тебя доброе сердце, Мамбет. Знай, это дочь хозяйки горы Алай. Только жаль, с собой у меня ничего нет, чтобы одарить тебя за спасение дочери. Но под седой шапкой этой горы я храню много дорогих камней. Когда ты пойдешь к себе домой, у дороги увидишь красный камень. Обойди вокруг камня 3 раза, и появится пещера. Все драгоценные камни и золото, что там есть, все это твое. Но помни, Мамбет, только хорошему человеку достанется это богатство. Если плохой человек прикоснется, он превратится в ишака. Прошло время, открыл глаза Мамбет и не может понять, приснилось это все ему или было наяву. Ой, что это было? Утро или вечер? Где я? Что же случилось? Где все молоко? Ой! Ай! Что я скажу баям? Они же не поверят мне. Скажут, что я сам все выпил, а историю выдумал. Ай, делать нечего. Пойду скажу, что уснул по пути, а кто-то выпил все молоко. Теперь они точно побьют меня камчой. Ой. Откуда я знаю это место? Это красивая гора. Тут ручей. Но я же никогда не ходил этой дорогой. Когда ты пойдешь к себе домой, у дороги увидишь красные ваза, и появится пещера. Ой. Все драгоценные камни Кто и это золото, говорит? что там есть, Ой, все это что за твое. голос? Но помни, Мамбет, только хорошему человеку это такое? достанется это богатство. Чей это голос слышится? Ай, ладно, обойду вокруг. Посмотрим, что будет. Хуже не станет. Ай, так, раз. Ух, 2. 3. Ой, 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 эй, эй, ой. О, вот это да! Ой. Эй! Есть кто-нибудь? Ой. Темнота-то какая там. Какой-то огонек. Пойду-ка я к нему. Посмотрю. Ой. Вот это да! Сон это или явь? Никогда такого не видел. О, спасибо тебе, хозяйка горы Алай. Но это богатство слишком большая награда за те 2 бурдюка, которые я отдал для спасения вашей дочери.
Я возьму ровно столько золотых, сколько просили баи за молоко. Взял Мамбет ровно столько монет, сколько стоило молоко. С полными карманами и хорошим настроением отправился он к баям. А баи, как обычно, маясь от безделия, играли в какую-то свою дурацкую игру. Увидев Мамбета, сразу набросились на него. Ассаламу алейкум. Да кому нужен твой салам? Все соседи давно уже вернулись с базара. Где ты так долго пропадал, негодяй? Да. И где деньги за молоко? Вот, уважаемый Үзюктери-бай, это за ваш бурдюк. Ровно 100 золотых монет. 100? 100? Ого! Ого, 100? А где мои золотые, а? Вот, за ваш бурдюк, Джартитери-бай. А ну-ка, а ну-ка. А здесь тоже 100. 86, О, 100? 89, 99. Эй, Язык, это молоко и 2 алтынов не стоит. А он сумел продать каждый бурдюк за 100 золотых. Как это у него получилось? Эй, Мамбет, как ты сумел продать наше молоко за 200 золотых? А, ну да, быстро садись и рассказывай. Дело было так. Я взял... Сел Мамбет на кошму напротив своих баев и рассказал о всех удивительных приключениях, которые произошли с ним в дороге. Эх ты, дурак! Почему ты не забрал все золото, а? Эх! Эй, А ну быстро, веди нас к этому большому красному камню. да, давай Хорошо, быстро. хорошо, пойдемте, давай, быстрее. пойдемте. Скорее веди сюда, нас. сюда. Ай, ой, Ай, Мамбет, это тот красный камень, про который ты говорил. да, это то место. А где же пещера? Ты нас обмануть решил, бездельник? Ну-ка, на тебе. Нет, что вы? Я же говорил, что надо обойти вокруг камня 3 раза. 3 раза? Я первый. А ну-ка, отойди. Первый круг. Так. дай дорогу, Отойдите. Отойди, не мешай. 2 круг. Да уйди с моего пути. 2. 3 круг. Уйди ты. 3 круг. И 3. Почему ничего не происходит? Ты что, над нами издеваешься? А ты что, вздумал нас обмануть? Нет, баи. Сейчас. Смотрите. Ну-ка. Вот, сейчас. Показывай. Раз. Два. 2. 3. Ой. Ух ты. Пещера. Отойди. Я первый, первый. подожди, Да я подвинься. первый. Я первый. Ну-ка, отойди. Я Я говорю, первый, я это я сказал. первый. Ай. Эй, Мамбет, помоги мне. Джарти теперь забирает мое золото. Отдай. Мамбет, Отдай, я говорю. скорее помоги мне. Эй, Мамбет, иди сюда, помоги. И отбирает у меня последнее. Мамбет! Только хорошему человеку достанется это богатство. Если плохой человек прикоснется, он превратится в ишака. А где же мои баи? Үзюктери, это вы? А вы Джартитери-бай? Вот так хозяйка горы Алай щедро вознаградила Мамбета за честность и доброе сердце. Стал Мамбет богатым, но остался таким же добрым, честным и трудолюбивым, а 2 бая, то есть 2 ишака, стали у него работать.